Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать. Сегодня хочу вам представить продукты группы компаний «Просвещение» в помощь школьнику в выборе профессии. Это серии «Неурочная деятельность», «Профильная школа» и «Моя будущая профессия». Посмотрите на линейку, которая сейчас на экране «Моя будущая профессия». Написано «Тесты по профориентации». Ну, наверное, не совсем верно, здесь не только тесты. В общем, лучшее, что мы можем предложить школьнику в процессе профессионального самоопределения, это, наверное, выбор траектории образовательной, того пути, который и приведет в конечном итоге к выбору конкретной профессии, потому что в 8 классе сделать этот выбор очень сложно. Мир профессий стремительно меняется, каждые 5 лет какие-то профессии уходят в прошлое, появляются новые профессии, поэтому делать такой длительный какой-то прогноз достаточно сложно. Но что точно будет необходимо, это выбор образовательного пути, который как раз и сформирует необходимые для будущей профессии навыки. Данная серия разработана сотрудниками Центра тестирования и развития гуманитарной технологии, имеющими многолетний опыт профориентационного тестирования, консультирования школьников и абитуриентов. Данные пособия будут полезны не только педагогам, но также можно выполнять данные задания с родителями, с педагогами, психологами. Они предлагают конкретные рекомендации по построению образовательного маршрута на основе полученных результатов и содержат полезную информацию о компетенциях, получаемых в процессе обучения, о профилях образования и связанных с ними профессиях. Давайте посмотрим на структуру пособия для 8 класса. Вы видите, что предлагается 3 шага. Шаг номер 1 – целеполагание, что включает в себя оценку учащимися текущих и будущих предметных достижений. Шаг номер 2 – самоопределение. Посмотрите, какая предлагается форма. Узнаю информация о соотношении школьных предметов и профессий. Проверяю тесты с задачами для определения способностей по предметным областям. Применяю система упражнений по использованию знаний на практике. Шаг 3 предполагает подведение итогов, выбор профиля обучения для старшей школы. Давайте посмотрим на структуру пособия для 9 класса. Также предлагается 3 шага. Шаг 1 – оценка профиля обучения. Шаг 2 – самоопределение. Шаг 3 – подведение итогов. Чем он отличается от 8 класса? Оценка учащимися своих склонностей и предпочтений, расстановка приоритетов, выбор наиболее и наименее близкого профиля обучения на диаграмме. Шаг 2 самоопределения включает уже такие части известной формулы «хочу, могу и надо». С той лишь разницей, что как раз сектор «надо» — это система упражнений по использованию знаний на практике. В общем понимании этой формулы мы знаем, что сектор «хочу» отвечает за желание заниматься той или иной деятельностью. Сектор «могу» говорит о возможностях заниматься этой деятельностью, а сектор «надо» обычно отвечает за востребованность данной профессии на рынке труда. В данном случае при подведении итогов мы получаем построение собственного образовательного маршрута. На данном шаге можно определиться, либо учащийся выбирает поступление в колледж после 9 класса, либо же продолжает обучение в 10-11 классах. Структура пособия 10-11 класса уже меняется. Здесь предлагается 4 шага. Первый шаг – целеполагание. Второй шаг – самоопределение. По форме понимаю, примеряю, пробую. Понимаю, узнать про функциональные роли в компании, руководитель, специалист, аналитик и так далее. Примеряю, возможность примерить на себя каждую из ролей. Пробую,
практические задания на формирование и использование различных компетенций. Шаг 3 включает в себя дополнительную информацию в разделах «Опыт работы» и «Компетенции будущего». Информация, задания и упражнения для формирования уверенности на рынке труда. Подведение итогов представляет собой образ будущей желаемой профессии и должности. Данное пособие содержит много кейсов, в которых учащиеся могут проиграть некоторые роли. Не только представить свою будущую профессию, но и понять, в какой должности они могут там находиться. Следующий слайд называется «Навыки 21 века». Нам необходимо иметь их в виду, потому что это основные направления, на которые будет обращать внимание и работодатель, и они также пригодятся для формирования процесса профессионального самоопределения. Первый навык – критическое мышление, способность решать возникшие трудности и проблемы через возможность подходить к решению с разных сторон, а не только стандартными способами. Навык креативности – способность качественно работать с информацией, нестандартно мыслить и генерировать идеи. Навык коллаборации – умение взаимодействовать и работать в команде, коллективно сотрудничать. Навык презентации – умение коммуницировать о своих идеях и созданных продуктах. Таким образом, мы подходим к некоторому противостоянию между hard skills и soft skills, известные уже теперь области. И на данном этапе мы можем говорить, что soft skills выходит на первое место. Так называемые мягкие навыки, социально-психологические навыки, которые зависят от характера человека и не связаны с конкретной профессией. Например, стрессоустойчивость, ответственность, умение слушать и прочее. Их сложно отследить, проверить или измерить. В этом-то их основное отличие от жестких навыков. Перед вами большая такая паутина развития гибких навыков. Сюда входит и нетворкинг, и развитие креативности, и самостоятельность, и работа в команде, и критическое мышление. Все, о чем мы только что до этого говорили. Каким образом мы можем помочь сформировать учащимся гибкие навыки в образовательном процессе? Вот здесь я хочу перейти к серии «Внеурочная деятельность». Обратите внимание, здесь отмечено галочками как раз, что серия пособий «Внеурочная деятельность» способствует формированию креативного мышления, предусматривает активность и самостоятельность обучающихся, сочетает форму индивидуальной и групповой работы, позволяет развивать навыки проектной и исследовательской деятельности, основана на практикоориентированном подходе. Необходимо заметить, что все пособия, которые мы сегодня будем рассматривать, они больше, чем на 50% ориентированы на практику. Ведь все, что учащийся проделал самостоятельно, все исследования, проекты, все, что он получил, попадает ему в опыт. И именно этими навыками он и сможет пользоваться в дальнейшем. Обратите внимание, перед вами слайд «Внеурочная деятельность для 1-4 класса». Представлены 4 направления: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Богатый выбор пособий. Обращу внимание на некоторые. Те пособия, которые отмечены словом «новое», это новинки, которые в этом году поступили в использование. Обращу внимание на секреты финансовой грамотности, появились со 2 класса. Робототехника, 2-4 класс. Информационная безопасность или как вести себя в сети. Есть как для 2-4 класса, также и для 1-4 классов. Еще один слайд по внеурочной деятельности для 1-4 класса. Также 4 направления. На что хочется обратить внимание: в спортивно-оздоровительном направлении такие пособия, как «Юный турист. Изучаю родной край», «Я пешеход и пассажир»,
В социальном направлении «Моя первая экология», «Экономика», первые шаги. Ну, в духовно-нравственном направлении также новинка «Этика, азбука добра». Перед вами слайд «Внеурочная деятельность» для 5-11 классов. Очень богатый выбор пособий, очень интересные направления. Также обращу на некоторые. Есть такое пособие «Основы инфографики», 5, 7, 8, 9 класс. Это пособие помогает обрабатывать большие тексты, возможность сложные какие-то нагруженные терминами тексты переработать в небольшие таблицы, схемы, какие-то понятные символы для того, чтобы лучше запомнить. Уже вышли методические рекомендации, и многие из наших пособий рекомендованы перевести в статус учебника, в том числе и основы инфографики. Ну, это будет понятно чуть позже, но тем не менее такие рекомендации есть. Обратите внимание на пособие «Журналистика для начинающих», 8 класс. Но на самом деле это пособие может быть использовано и для более старших учащихся в зависимости от пожеланий. Очень наполненное пособие помогает освоить и представить, как выглядит профессия журналиста, какие основы, какие ловушки, какие риски и как можно себя попробовать в этой роли. Информационная безопасность, новинки. У нас раньше было пособие 7-9 класс при поддержке лаборатории Касперского. А сейчас появилась линейка 5-6 класс и 10-11 классы. Финансовая грамотность, 8-9 класс. Это учебник. Его можно использовать в образовательном процессе. Также появилась технология робототехника, веб-дизайн. Ну, в общем-то, вот это самые интересные направления вот из новинок. Давайте посмотрим на серию «Профильная школа». Это серия для 10-11 класса, когда классы уже делятся на профили. Недостаточно просто использовать несколько углубленных предметов. Наверное, правильнее предложить какой-то новый материал для того, чтобы ребята представляли, с чем может быть связана их профессия, с чем конкретно им придется сталкиваться в новой для себя роли. Хочу начать с пособия «Индивидуальный проект», который обязательно для освоения в 10-11 классе. По сути, это пособие, это подготовка к старшей школе. Ведь, осваивая это пособие, мы знакомимся как раз с тем, как правильно выдвигать гипотезы, как ставить цели проекта, задачи проекта, чем проект отличается от исследования, как проводятся исследования в рамках проекта, какие бывают проекты, проекты прошлого, проекты будущего, социальные проекты, волонтерские проекты и так далее. Индивидуальный проект потому и назван индивидуальный. Ученик выполняет его самостоятельно и наполняет уже в рамках этой дисциплины свой проект по своему вкусу. Возможно, это будет технический проект, волонтерский проект, может быть, он действительно будет его выполнять индивидуально, а может быть, он захочет какой-то сформировать масштабный проект волонтерский, и они будут выполнять его целой группой. Это все на усмотрение учащегося. У каждого учащегося есть тьютор, как в высшей школе это был бы научный руководитель, который следит за правильностью выполнения проекта, за соблюдением всех норм. Хочу познакомить вас с нашими пособиями по профильной школе. Перед вами универсальный профиль обучения. Начинается он с пособия «Индивидуальный проект», о котором я только что говорила. Также интернет-предпринимательство, финансовая грамотность, цифровой мир, пособие «Я лидер нового поколения», школа волонтера, информационная безопасность. Следующее направление – гуманитарный профиль обучения. Также начинается с пособия «Индивидуальный проект», финансовая грамотность. Опять же, пособие «Я лидер нового поколения». Хочу обратить ваше внимание, что
это пособие не столько про лидерские качества, сколько про возможность раскрытия потенциала учащегося. Также пособие «Дизайн», «Искусство» и «Школа волонтера», которая нам уже встречалась. Обратите внимание, естественно, научный профиль обучения очень богато представлен. Медицинские классы сейчас все чаще появляются, и направление медицины очень популярно среди школьников. Многие собираются связать свою жизнь с этой профессией. Мы предлагаем наполнить такой профиль очень интересными пособиями. Обратите внимание, биотехнология, биохимия, медицинская статистика, основы фармакологии, основы нанотехнологий, оказание первой медицинской помощи, основы практической медицины, физическая химия, латинский язык для медицинских классов, основы медицинских знаний и основы семьи. И также экология. Технологический профиль обучения также богато представлен. Обратите внимание, он начинается с пособия «Индивидуальный проект». Далее основы компьютерной анимации, основы системного анализа, математическое моделирование, ядерная физика, прикладная механика, основы нанотехнологий, физика всего на свете, программирование, веб-дизайн и так далее. И в заключение социально-экономический профиль обучения. Также начинается с пособия «Индивидуальный проект». Вы уже поняли, что это пособие нужно будет на любом профиле обучения. Далее у нас экономика, школа волонтера, цифровой мир, интернет-предпринимательство. В заключение хочу сказать, что использование этих пособий как раз-таки дает возможность формировать зону ближайшего развития для учащихся, возможность раскрывать свой потенциал, пробовать себя в разных ролях и избежать, наверное, самых серьезных ошибок, которые есть при профессиональном самоопределении, когда ребята выбирают профессию за компанию, потому что много друзей пошли на медицину, например. И как раз-таки в нашем практикоориентированном подходе у ребят будет возможность проверить свои возможности. Даже если эти предметы им, допустим, легко даются, насколько они могут получать удовольствие от собственного выбора. И таким образом все-таки сформировать реальное представление о своих склонностях, возможностях, ну и прежде всего, насколько эта профессия вообще востребована на рынке труда, и не уйдет ли она в прошлое в ближайшем будущем. На последнем слайде данные контакты. Если есть вопросы или хочется более подробно узнать эту информацию, обращайтесь, пожалуйста, по данным телефонам. Также есть электронная почта. Специалисты обязательно вам ответят. И обратите внимание на промокод в интернет-магазин. Если вы хотите приобрести себе какое-то пособие или вам нужен какой-то учебник, вы можете использовать этот промокод. Он дает право на скидку в 10%. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было полезно.